В эфире программа «Актуальное интервью», в студии Марфирина Алексеева. Здравствуйте. Самый масштабный национальный праздник в России Исех Туймаады пройдет в этом году 29-30 июня и уже в 27-й раз в местности Усть-Хатын. Исех посвящен году семьи в России, году детства в Якутии и 8-м международным спортивным играм «Дети Азии». Как готовится город к главному празднику Якутии, об этом мы сегодня и поговорим. Гостья студии Василина Кривошапкина, заведующий Центром культурно-массовых проектов Управления культуры и духовного развития города Якутска. Василина Васильевна, здравствуйте. Здравствуйте. Планирует ли окружная администрация города Якутска обновление ритуально-обрядовых строений в местности Усть-Хатын? Да, ежегодно мы проводим ремонтно-строительные работы, покраску, мелкий ремонт, реставрацию наших культовых, обрядовых, ритуальных площадок. И в этом году мы обновляем аллею 99 Серге. И обязательно мы откроем эту площадку в обновленном виде, со всеми традиционными ритуальными действиями, обрядом Алгыс, чтобы, как говорится, на этой местности, благословенной, благодатной, все проходило у нас на высочайшем организационном уровне. Ну, это наши традиции, наше наследие. А какие новшества введены в этом году по празднованию? В этом году наши горожане и гости, которые будут присутствовать на празднике, особенно любители и болельщики спортивных состязаний игры Дыгына, особенно будут, наверное, рады тому, что 2 дня игры будут проходить на центральной площадке Центрикум Сапити, где обычно проходит церемония открытия. Поскольку малая спортивная площадка не вмещает всех желающих, там всего лишь 1200 посадочных мест, мы решили принять такое решение и позволить нашим ботерам посоревноваться в более комфортных условиях, ну и также зрителей порадовать, чтобы они могли поболеть за наших спортсменов. Хочу сказать, что в финал уже отобраны 12 спортсменов, которые будут соревноваться по 7 видам многоборья. Я думаю, что это будет очень зрелищное, яркое, впечатляющее событие. Какое значение имеют ритуально-обрядовые мероприятия Исеха? Для нас, народа Саха, конечно, имеет очень огромное значение, поскольку мы всегда относимся к земле, к природе, ко всему, что нас окружает, с высоким пиететом. Любое мероприятие, важное событие в жизни значимое, мы обязательно сопровождаем обрядом Алгыс, поэтому для нас это необычайно важно. И понятно, что мы, конечно, стараемся сохранять наши традиции, передавать потомкам все то, что было нашими предками когда-то воссоздано, бережно его сохранить и попытаться донести это будущим нашим поколениям. Какие традиционные конкурсы проводятся? Да, на нашем Исехе традиционные конкурсы – это национальная одежда, это конкурс сказителей Асохая, обязательно фольклорный конкурс. Поэтому, чтобы как-то вот наши горожане наполнились атмосферой праздника, нашей культурой, мы стараемся, в общем-то, сохранять традиции. И ежегодно эти конкурсы самые любимые, самые посещаемые. И хочу отметить, что с каждым годом они как-то приобретают больше интерес среди посетителей нашего праздника. А как желающие могут подать заявку на участие вот в этих конкурсах? Ну, для начала скажу, что вообще программа Исеха очень насыщенная. Мы подготовили более 100 программ. Из них 50 праздничные концертные программы, 6 выставочных, 5 у нас будет детских программ, 6 спортивных и очень много, конечно, связанных с нашей национальной культурой и традицией. Поэтому любой желающий может, в общем-то, зайти на сайт Исех Туймаады, либо на сайт окружной администрации и управления культуры, кликнуть на главной странице на Исех Туймаады и увидеть там уже все положения наших конкурсных программ. Оставить заявку, там указаны контакты, и уже по обратной связи получить возможность участия в этих конкурсах. Но еще скажу, что есть, наверное, такие конкурсы, которые для широкого круга гостей будут интересны. Это конкурс «Длинная коса», это конкурс Тоюксутов,
национальные игры настольные, поэтому любой желающий, в принципе, даже без предварительной заявки, может просто найти площадку, где это проходит, и принять участие. Ну, прием заявок уже начался, да? Да, прием заявок уже идет, и до 20 июня мы еще можем принять желающих участвовать в этих конкурсах. А давайте озвучим конкурс, который прям имеет самую такую большую популярность. Ну, самый популярный, это, конечно, у нас конкурс национальной одежды. В этом году он приобретает совершенно такой обновленный вид. Добавилась номинация «Стиль боха», то есть более стилизованное, современное видение, подход. Поэтому, в общем-то, наши горожане очень трепетно относятся к этому. Каждая хочет быть неповторимой, неотразимой. И скажу, что мы еще расширили рамки. Если раньше это был только мужской, женский, детский, то теперь это еще и посвященный году семьи, семейный. Такое новшество, да, Да. действительно хорошее. А среди детских конкурсов какое такое? Среди детских, детские будут игровые конкурсные программы на ловкость, смекалку, умение. Как я уже говорила, конкурс «Длинная коса». И мы буквально 2 дня тому назад увидели удивительную фотографию, где девочка 10 лет, у нее коса больше 1,5 метра, а ростиком она где-то 1,40 м. Так что, я думаю, есть все шансы у этой девочки стать фавориткой, а, возможно, даже и победить. Вот. Ну и для детей вот, одно из новшеств – это детские спортивные состязания «Игры Бергене». Идея принадлежит Гормолзаводу. Они обратились к нам и управлению спорта и предложили провести такие игры. В прошлом году они провели первые, это были открытый республиканский конкурс. В этом году мы его уже проведем на Исехи Туймаде. Там будут у нас соревноваться юноши 14, 15, 16, 17 лет по 5 видам многоборья. Главные призы предоставляет Гормолзавод. Это будет и мотоцикл, электросамокат, велосипед. Я думаю, что призы более чем достойные. И, в общем-то, цель этого спортивного состязания заключается в том, что мы готовим потенциальных участников больших игр Дыгына. Я думаю, что это тоже будет интересно нашим горожанам. Уже 1 и 2 июня прошли отборочные соревнования, и вот финалисты уже будут бороться 29-30 июня в местности Исхатын. Имеется ли уже сейчас, вот, на данный момент, программа празднования? Да, программа празднования буквально в конце этой недели уже будет опубликована во всех СМИ, социальных сетях, поэтому будет возможность ознакомиться. Очень насыщенная, очень интересная, поэтому я думаю, что горожанам будет что посмотреть, чем впечатлиться. Поэтому в конце этой недели мы обязательно все это опубликуем. И вот насчет Тюхельге, да, вот сколько их всегда было интересно, может, кто-то добавился, новые какие-то организации, районы? Да, ежегодно у нас выделяется Тюхельге для новых предприятий, которые хотели бы местностью Исхатын организовать для своих коллег, сотрудников, партнеров праздничное Тюхельге, чтобы принять и отметить праздник. Вот, на сегодняшний день уже более 180 Тюхельге предприятий, организаций, учреждений, землячеств, но ежегодно эта цифра растет. Примерно где-то 5-8 Тюхельге мы перед Исехом выделяем желающим. А вот интересно, как будет обустроено питание гостей? Да, у нас будут работать 2 фудкорта, торговые точки общественного питания выездные, конечно же, со своими интересными новыми блюдами национальной кухни. Порадует всех гостей праздника. Будет проходить интересный фестиваль национальной кухни, где примут участие лучшие шеф-повара города. В прошлом году многие знают, что на вертеле Николай Атласов, бренд-шеф-повар, приготовил целого жеребенка. А в этом году уже будет из другого мяса блюдо, но пока держим это в тайне, но будет очень интересно. Также угостят всех супом из потрохов, будут саламат, кумыс, оладушки, вся та традиционная еда, которой мы встречаем гостей. А что касаемо связи? Как будет это устроено? Да, в этом году 2 оператора Билайн
И Мегафон усилят точки передачи, поставят еще более мощные базы. Мы надеемся, что связь будет более устойчивой. И МТС тоже обещал провести какие-то инженерные работы, чтобы была возможность у всех быть на связи. Поэтому будем надеяться, что смогут все наши горожане запечатлеть и передать другим, те, кто не смог приехать на праздник, уже по сотовой связи поделиться нашим праздником. Мероприятие действительно очень масштабное. С каждым годом все больше людей, да, приходят, гостей, приезжают специально. Как будет организована безопасность? В плане безопасности будут на 6 контрольно-пропускных пунктах стоять сотрудники правоохранительных органов. Будут установлены металлодетекторы, и где обязательно все гости должны будут пройти в целях общей безопасности. Но в остальном у нас будут работать также конная полиция и все службы помощи, которые необходимы во время празднования. Это будет и служба 03, и пожарная часть, и ГИМС, поскольку мы знаем, что там есть 2 озера, где любят наши горожане, если стоит жаркая погода, немножко охладиться и искупаться. Так что все службы уже, в общем-то, предъявили свои графики работы и полностью готовы к празднику. И вот еще по поводу обычно ежегодно всегда бывает, что когда покупатели хотят что-то приобрести, покупают, обязательно просят наличку. Как в этом году будет все? Да, но в этом году Центр информационных технологий окружной администрации усиливает связь, ставят модемы, чтобы был интернет именно в торговых точках, чтобы обеспечить возможность горожанам приобрести безналичный расчет, купить то, что им понравилось, сувениры, еду, напитки, чтобы праздник для них был только радостным, светлым и интересным. Всегда, конечно, очень беспокоит вот по поводу комаров, насекомых, да? Да, да. Но мы обязательно проводим антисептицидное мероприятие, то есть мы обязательно вытравливаем комаров. Это проходит в 2 этапа. И многие отмечают, что именно в местности Исхатын комаров намного меньше, если не сказать, что практически нет, в отличие, чем в городе. Но вот мы прикладываем все усилия, чтобы нашим горожанам этот праздник запомнился, ничто не могло испортить им хорошее настроение, и даже вот такие меры принимаем. Ну и коротко, вот в конце хотелось бы узнать о транспортном сообщении, как оно будет. Да, у нас будет работать 2 маршрута автобусных, 155 и 156. Один из них будет отправляться с медцентра, научного республиканского медицинского центра, до местности Исхатын, другой будет отправляться с автовокзала. Тарифная цена сейчас корректируется и согласовывается с департаментом финансов. И в прошлом году она была 50 рублей, я не думаю, что она сильно поднимется. Кроме того, внутри территории, вот от конечной остановки, где останавливаются в местности Исхатын эти маршрутные автобусы, можно сесть на шаттл, бесплатный проезд, который везет до палаточного городка. В этом году мы еще приняли решение создать еще и 2-й палаточный городок возле ипподрома. Первый находится возле КПП-1, многие это знают, практически недалеко, где-то в 50 метрах от центральных обрядовых мест. Ну что ж, Василина Васильевна, спасибо, что вы уделили время и ответили на наши актуальные вопросы, раскрыли некоторые уникальные моменты. Спасибо. Ну что, а я напомню, в эфире была программа «Актуальное интервью». До встречи в эфире.